татарстанских фермеров. Булат Низамиев, Рамзель Гарипов, ТНВ, Бавлинский район. На 10 квадратных метрах обычной казанской квартиры он вырастил плантацию маленьких колючих созданий, с которыми Вячеслав Мухачев не расстанется ни за какие деньги. Сейчас в коллекции казанца около 1000 кактусов, и большинство из них находятся в спячке. Так экзотические растения реагируют на непривычный для них климат. О тонкостях ухода за кактусами и их характере казанский кактусовод не устает рассказывать. В этот раз своими знаниями он поделился с Эмилией Хаким. Его балкон не спутаешь с другими. Уж больно экзотичен он для казанских домов. А все потому, что за этими двойными стеклами прячется настоящая оранжерея. В ней обитают кактусы. Их у Вячеслава Мухачева столько, что и не сосчитать. Он и не пытается. Знает, что колючих растений собрал около сотни видов и более 1000 экземпляров. Их разведением он увлечен уже более 40 лет. Конечно, такое количество это плохо. Почему плохо? В любом таком увлечении не надо быть рабом этого увлечения. Есть столько, сколько ты сможешь, больше не надо. Это мешает и тебе, и тем более окружающим. Правда, жене Вячеслава Мухачева эти колючки не мешают. Она спокойно согласилась отдать под размещение плантации всю лоджию. Коллекция здесь не сумбурная. Дом обрели только те экземпляры, которые лично пришлись по душе кактусоводу. Их он не раз перевозил, когда переезжал, после чего заново проектировал свой маленький личный ботанический сад. О цене своих питомцев казанец говорить не любит. Продавать выращенное непосильным трудом не собирается, даже за большие деньги. Слишком привязан к своим колючим друзьям. Это в какой-то степени, отвлекает от нашей действительности вот это смотришь колючки, потому что не зря там находится, я встаю утром, так сказать, протираю глаза, и первый мой умывальник, туда, потом иду умываться, там все дела остальные. Да и вообще Вячеслав Мухачев придерживается того мнения, что так увлекаться могут только мужчины. По секрету даже рассказывает, почему. Лично у него всегда есть повод отказаться от выполнения работы по дому. Ведь кактусы требуют внимания. Хотя на самом деле его плантация очень неприхотливая. Сейчас, например, находится в спячке и поливки не требует уже с октября. Зато уже весной зацветет пышным цветом. И кактусовод получит новые семена для дальнейшего их разведения. Эмилия Хаким, Антон Королев, ТНВ, Казань.